Русский писатель Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области в крестьянской семье. Грамоте и счету Валентин научился с малых лет. Уж очень жадно тянулся он к знаниям. Смышленый паренек читал все, что попадалось: книги, журналы, обрывки газет. Отец, вернувшись с войны героем, заведовал почтовым отделением. Мать работала в сберкассе. Беззаботное детство оборвалось разом. У отца на пароходе срезали сумку с казенными деньгами, за что он угодил на Колыму, оставив жену с 3 малолетними детьми на произвол судьбы. В Аталанке была только 4-летка. На дальнейшую учебу Валентина снарядили в Усть-Удинскую среднюю школу. Взрослел паренек на собственном голодном и горьком опыте. Но неистребимая тяга к знаниям и не по-детски серьезная ответственность помогли выстоять. Об этом сложном периоде жизни Распутин позже напишет в рассказе «Уроки французского», удивительно трепетном и правдивом. В это же время в альманахе «Ангара» стали появляться очерки Валентина, ставшие основой его первой книги «Край возле самого неба», 1966 год. О тафаларах, маленьком народе, живущем в Саянах. В 1967 году, после публикации повести «Деньги для Марии», Распутин был принят в Союз писателей. Пришли слава, известность. Об этом авторы заговорили всерьез. Его новые работы становятся предметом обсуждения. Будучи человеком чрезвычайно критичным и требовательным к себе, Валентин Григорьевич принял решение заниматься только литературной деятельностью. Уважая читателя, он не мог себе позволить совмещать даже самые такие близкие по творчеству жанры, как журналистика и литература. В 1970 году в журнале «Наш современник» была опубликована его повесть «Последний срок». Она стала зеркалом духовности наших современников, тем костром, у которого хотелось погреться, чтобы не замерзнуть в суете городской жизни. О чем в ней речь? Обо всех нас. Все мы дети своих матерей, и у нас тоже есть дети. И пока мы помним о своих корнях, имеем право называться людьми. Связь матери с детьми – самая важная на земле. Именно она дает силы и любовь. Именно она ведет по жизни. Все остальное менее важно. Работа, успехи, связи по сути своей не могут быть определяющими. Если ты потерял нить поколений, если забыл, где твои корни. Год 1976 подарил поклонникам творчества Валентина Распутина новую радость в прощании с матерой. Писатель продолжен живописать драматическую жизнь сибирской глубинки, явив нам десятки ярчайших характеров, среди которых по-прежнему доминировали удивительные и неповторимые распутинские старухи. Казалось бы, чем знамениты эти необразованные сибирячки, которым за долгие годы жизни то ли не удалось, то ли не захотелось повидать большой мир. В произведениях Распутина человеческая многогранность переплетается с тончайшим психологизмом. В состоянии души его героев особый мир,
глубина которого подвластна только таланту мастера. Следуя за автором, мы погружаемся в водоворот жизненных событий его персонажей, проникаемся их мыслями, следуем логике их поступков. Мы можем спорить с ними и не соглашаться, но не в состоянии оставаться равнодушными. Так берет за душу эта суровая правда жизни. Есть среди героев писателя тихие омуты и люди, почти блаженные. Но в основе своей это могучие русские характеры, которые сродни вольнолюбивой ангаре с ее порогами, зигзагами, плавной ширью и лихой прытью. Год 1977. Для писателя знаковый. За повесть «Живи и помни» он удостоен Государственной премии СССР. История Настены, жены дезертира, тема, о которой писать было не принято. В нашей литературе бытовали герои и героини, совершающие реальные подвиги. На передовой ли, в глубоком тылу, в окружении или в осажденном городе, в партизанском отряде, у плуга, у станка. Люди с сильными характерами, страдающие и любящие. Они ковали победу, приближая его шаг за шагом. Они могли сомневаться, но все же принимали единственно правильное решение. Такие образы воспитывали героические качества наших современников, служили примером для подражания. Он мог бы писать многотомные романы. Их бы с восторгом читали и экранизировали, потому что образы его героев захватывающе интересны, потому что сюжеты притягивают жизненной правдой. Распутин предпочел убедительную краткость. Но как же при этом богата и неповторима речь его героев? Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Поэзия природы искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькала из первых сосулек. Загорчил первым подтаем воздух. Язык распутинских произведений словно речка, струится, изобилие чудными по звучанию словами. Что не строчка, кладезь русской словесности, речевые кружева. Случись так, что до потомков в следующих веках дойдут только произведения Распутина. Они будут восхищены богатством русского языка, его мощью и неповторимостью. Писателю удается передать накал человеческих страстей. Его герои сотканы из черт национального характера, мудрого, покладистого, порой бунтарского, из трудолюбия, из самого бытия. Они народны, узнаваемы, живут рядом с нами, а потому так близки и понятны. На генном уровне с молоком матери передают они следующим поколениям накопленный опыт, душевную щедрость и стойкость. Такое достояние богаче банковских счетов, престижнее должностей и особняков. Годы перестройки, рыночных отношений, безвременья сместили порог нравственных ценностей. Об этом в повести «В больнице». Пожар. Люди ищут
и оценивают себя в непростом современном мире. Валентин Григорьевич тоже оказался на распутье. Он пишет мало, потому что бывают времена, когда молчание художника тревожнее и созидательнее слова. В этом весь Распутин. Ведь он по-прежнему чрезвычайно требователен к себе, особенно во времена, когда в герои выдвинулись новые русские буржуа, братки и олигархи. В 1987 году писателю присвоено звание Героя социалистического труда. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак почета за заслуги перед Отечеством 4 степени. Стал почетным гражданином Иркутска. В 1989 году Валентин Распутин был избран в депутаты Союзного парламента. При Михаиле Горбачеве вошел в состав президентского совета. Но эта работа не принесла писателю морального удовлетворения. Политика не его удел. Валентин Григорьевич пишет очерки и статьи в защиту оскверняемого Байкала, работая в многочисленных комиссиях во благо людей. Пришло время передавать опыт молодым, и Валентин Григорьевич стал инициатором ежегодно проводимого в Иркутске осеннего праздника «Сияние России», собирающего в сибирский город наиболее честных и талантливых писателей. Ему есть о чем поведать своим ученикам. Валентин Григорьевич Распутин, верный сын земли русской, защитник ее чести. Его талант сродни святому источнику, способному утолить жажду миллионов россиян. Вкусив книг Валентина Распутина, познав вкус его правды, уже не захочешь довольствоваться суррогатами литературы. Его хлеб с горчинкой, без изысков. Он всегда свежевыпечен и без душка. Он не способен зачерстветь, потому что не имеет срока давности. Такой продукт испокон века выпекали в Сибири, и назывался он вечным хлебом. Так и произведения Валентина Распутина незыблемые, вечные ценности. Духовный и нравственный багаж, ноша которого не только не тянет, но и придает сил. Живя в единении с природой, писатель по-прежнему не броско, но глубоко и искренне любит Россию и верит, что ее сил хватит для духовного возрождения нации. Валентин Григорьевич скончался 14 марта 2015 года в возрасте 77 лет и не дожив нескольких часов до своего 78-летия.